Здравствуйте, это вечерние новости в прямом эфире в студии Влад Давыдов. Сегодня в программе. Перелом в ситуации, стали заметны улучшения в борьбе с лесными пожарами по республике. Последние новости. В Усть-Алдане старт мегастроек. Район готовится к следующему году принять игры народов Якутии. Какие объекты будут возведены? Кампус докладывает о готовности. С 23 августа студентов СВФУ заселят в общежитие. Какие есть изменения? Глава республики Айсен Николаев через видеоконференц-связь принял участие в заседании полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, которое состоялось во Владивостоке. По итогам заседания в комментарии журналистам Трутнев дал оценку ситуации. По его словам, огонь больше не угрожает населенным пунктам. Площадь активного горения в Якутии уменьшилась в разы. Полностью работает техника, необходимая для тушения. Мы надеемся, что ситуация переломлена, что мы движемся в сторону сокращения пожаров на территории Якутии, сказал полпред президента. Для усиления инженерного подразделения Восточного военного округа для ликвидации лесных пожаров в Якутии дополнительно выделено несколько единиц инженерной техники. Сегодня ее погрузили на платформу. В республику техника прибудет по железной дороге. За прошедшие сутки сводный отряд совместно с силами МЧС в районе поселка Бескёль оборудовал 300-метровый участок минполосы западнее населенного пункта. Также военнослужащие оказывают помощь местному населению по вывозу мусора от сгоревших зданий и построек. Всего совершено 34 машинорейса, вывезли более 30 тонн мусора. Также на территории 5 гектаров велось тушение отдельных мелких очагов возгораний. К мероприятиям привлечено 128 военнослужащих и задействовано 19 единиц спецтехники. 2 самолета-амфибии Б-200 МЧС России прибыли в аэропорт столицы республики для тушения лесных пожаров в районах. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Сергей Игнатенко. Руководитель предприятия также поделился, что аэровокзал ввел в работу вторую рулежную дорожку РДВ «Браво» для оперативного обслуживания воздушных судов. Ранее наш телеканал сообщал, что первый Б-200 сел в аэропорту столицы после ремонта взлетно-посадочной полосы вчера, 17 августа. Таким образом, все 3 самолета Б-200, задействованные в тушении пожаров, теперь будут базироваться в столичном аэропорту. Сейчас идет предполетная подготовка. Пункт помощи пострадавшим от лесного пожара открыли в Амгинском. На Слеге администрация района создала общий фонд. Туда желающие могут отправить денежную помощь. На днях к помощи присоединился и Совет женщин Амгинского наслега. Они открыли пункт, где жители смогут помочь пострадавшим от лесных пожаров, а также добровольцам, которые работают на тушении продуктами и денежными средствами. Наш женский совет работает 2-й год, и мы активно участвуем во всех проводимых мероприятиях нашего улуса и не остались на стороне призыву нашего наслега улуса, что помощь нашим пострадавшим от пожара горного улуса в селе Бескёль и на тушение пожара решили помочь и открыли пункт. К другим темам. 2 парома столкнулись во время переправы через Лену по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Сообщается, что из-за сильного ветра паром номер 4 навалился на паром СП-858, уточнили в Минтранспорте. Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет. Также столкновение не вызвало таких последствий, как разлив нефтепродуктов в реку. В социальных сетях распространилось видео с места события, где видно, как одно судно задело аппарелью грузовик, расположенный на другом пароме. Аэропорт Якутска принял первый рейс дальневосточной авиакомпании «Аврора». Борт выполнял полет по маршруту Хабаровск-Якутск-Хабаровск. Отмечается, что ежедневный регулярный рейс выполняется на воздушном судне «Бомбардье Q-400». Напомним, на базе авиакомпании «Аврора» по поручению президента Владимира Путина с этого года формируется единая дальневосточная авиакомпания, цель которой – повышение транспортной доступности всех субъектов Дальнего Востока.
и обеспечение авиасообщением сотен населенных пунктов. Но пассажиры авиакомпании «Якутия» в течение 4 дней не могли вылететь из столицы в республике в Среднеколымск. Рейс, назначенный на 13 августа, постоянно переносился, а в итоге борт вылетел только вечером 17 августа. При этом в самолет приняли только нескольких пассажиров из задержанных ранее рейсов от 14, 15, 16 августа. Как отметили в пресс-службе авиакомпании, задержка была вызвана метеоусловиями. Информацию о взятии на борт пассажиров ранее задержанных рейсов представители авиакомпании не комментируют. Аварийный дом сносят на улице Автодорожная в Якутске. По сообщению мэрии столицы, летом прошлого года произошла сильная деформация. Из-за глубоких трещин стен возникла угроза обрушения одного из подъездов этого здания. Экспертиза показала, что свайный фундамент дома преждевременно исчерпал свою способность. Это стало причиной обрушения одного из подъездов. В октябре прошлого года его признали аварийным и включили в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. На сегодняшний день практически весь дом расселен. Из 18 квартир 17 квартир получили деньгами выплаты, и одна квартира, значит, получила квартиру собственник. Соответственно, мы сегодня уже приступаем к сносу этого здания. В ближайшее время силами жилкомсервиса данный дом будет снесен. И, к слову, соседние дома все уже мы признали аварийными. Значит, провели работы по проверке несущей способности фундаментов силами Якутпниса. В Усть-Алданском районе сегодня по национальным и региональным проектам строится 17 социально значимых объектов. Это дома, школы, детские сады, спортивные, культурные сооружения. Как отметили в администрации района, до конца этого года будут сданы 3 объекта. Это школа на 220 мест в селе Огород-Тах, это Сотинцы, дом культуры имени Василия Никифорова Кюльмнюр и детский сад на 75 мест в районном центре в Барагонцах. Остальные объекты будут сданы уже в следующем году. Это прежде всего связано с тем, что в следующем году, в июле 2022 года, в районе пройдут 8 спортивные игры народов Якутии. Специально для этого создали комиссию, которая будет контролировать ход выполнения всех назначенных работ. Я хочу отметить, что в Усть-Алданском ЛУСе в следующем году состоятся 8-е спортивные игры народов Якутии, посвященные столетию автономии нашей республики. Поэтому мы ощущаем такую беспрецедентную поддержку нашего Илдархана Айсена Сергеевича Николаева, правительства нашей республики. На сегодня по району идут работы по 17 различным объектам, там спортивные объекты к играм, 3 школы, 2 детских садика, дом культуры. Основной вопрос еще вот у нас стоит по автомобильным дорогам, по безопасной и качественной автомобильной дороге. Там 2 направления, это от Барагонцев до Тюнгюлю и от Барагонцев до Сотинцев. Должны, вот уже вошли в программу, до 2024 года будут строиться. Из-за жаркой сухой погоды, лесных пожаров и наплыва саранчи в этом году в Нюрбинском районе низкий травостой. По всему району организовано 25 мобильных бригад по заготовке грубых кормов на отдаленных сенокосных угодьях. Цель по возможности увеличить объем заготовки сена. Несмотря на проблемы, в районе прогнозируется заготовить 20 тысяч тонн и 3900 тонн силами мобильных бригад. Годовой план составляет 33 359 тонн сена. На сегодняшний день на сенокосе трудится 1320 жителей Нюрбинского района, привлечено почти 700 единиц техники. По итогам сводки на сегодняшний день выполнение плана находится на уровне 58%. По наслягам вот Аканинский, Иудейский, Кундядинский, Таркаинский наслега хорошо готовят сено в данное время. Соответственно, 65-80% они годовой план выполнили. С 23 августа студентов СВФУ заселят в общежитие. Сейчас студенческий кампус практически готов к работе. За летний сезон проведены ремонты во всех корпусах университета. Например, в общежитии 6Б по улице Каландрашвили, 17
Отремонтировали в этом году кухни, установили видеонаблюдение, заменили старые лампы на светодиодные. В новом учебном году в студенческом кампусе выделено более 6000 койко-мест, из них около 1660 предоставят первокурсникам. Для того, чтобы заселиться, студенты отправляют через специальный личный кабинет сканы паспорта с пропиской, справки о составе и доходе семьи. Сумма оплаты за койко-мест в этом году повысилась и составляет 1033 рубля за месяц. В каждом общежитии со следующей недели будут развернуты медицинские пункты, которые на местах будут осматривать в целях исключения столпотворения. После того, как они пройдут медицинский осмотр, они вселяются в общежитие. Но есть один момент. Если студент вакцинирован, он сразу проходит медицинский осмотр, смотрят симптомы ОРВИ, кожный покров и так далее, дают справку. Если у студента нет вакцинации, полной иммунизации, то ему пишут направление, он должен пройти в нашу клинику СОВУ, там сдать иммуноферментный анализ, и с результатом этого анализа он должен подойти обратно в общежитие, получить справку и вселиться в общежитие. Перед выпускниками 9 классов стоит вопрос, продолжать обучение в школе или поступать в другие учебные заведения. В этом году средняя школа номер 6 города Якутска продолжает набор в профильный психолого-педагогический класс. Привлекаются учащиеся 10 классов, заинтересованные профессиями психолога и педагогической направленности. Открытие профильного класса актуально для города Якутска, и Управление образования столицы прогнозирует востребованность молодых педагогов в новых строящихся школах в Якутске. Выбирать, значит, детей, которые хотят связать свою жизнь с педагогикой, психологией. И 2 направления у нас, значит, подготовка – это учителей начальных классов и подготовка педагогов-психологов. По окончании общеобразовательной школы 11 класса они могут поступить в высшие учебные заведения пединститутов, да, и также в средние специальные учебные заведения. Мы заключили договор с Самарским государственным университетом, Московским городским университетом, да, и также есть договор с Северо-Восточным нашим федеральным университетом. Работаем педколледжами нашей республики. Поэтому я думаю, что набор будет. Служба новостей продолжает следить за развитием событий. Итоги дня подведем на канале Якутия-24 в 8 часов ровно.